Здравствуйте! Сегодня мы поговорим о торговле людьми. Нашим сотрудникам оперативно была получена информация, что наши гражданки хотят продать сексуальное рабство в Турцию. Что грозит женщинам, которые продавали своих детей? Эти статьи смежные статьи торговли людьми. Мы по этим статьям привлекаем. В этом году, например, зарегистрировано 20 фактов. Сами же граждане сюда привозили в Кыргызстан. Здесь просто это что трудоустроить в Кыргызстане. Они обещали деньги и привозили, здесь забирали паспорт, и они заставляли работать. Торговля людьми такая статья очень тяжело доказуемая, и потерпевшие сперва пишут заявление, потом по каким-то причинам отказываются. Здравствуйте! Сегодня мы поговорим о торговле людьми с сотрудником отдела по борьбе с торговлей людьми ГУР МВД Талантбеком Эргешевым. Здравствуйте! Расскажите, пожалуйста, о вашем отделе. Наш отдел был создан в 2018 году. Мы помимо торговли людьми в этом отделе занимаемся преступлением против иностранцев, против несовершеннолетних и против нравственности. Какое место торговля людьми имеет в Кыргызстане? Вообще часто ли случаются такие факты? Последние 5 лет, в 2022 году было зарегистрировано 5 фактов торговли людьми, в 2023 году тоже 5 фактов, а в 2024 году было зарегистрировано 20 фактов торговли людьми, а в 2025 году уже было зарегистрировано 2 факта. Как так торговля людьми является латентным преступлением, и если люди, мы сами мониторим социальные сети, например, у нас есть управление, 5-е управление, это киберуправление, которое занимается киберпреступностью. У них есть отделы, которые мониторят социальные сети. Если там выявляются факты торговли людьми, они незамедлительно сообщают нам, и мы работаем по этим фактам. Но сейчас в данное время, что мы проводим профилактические мероприятия, рейдовые мероприятия. Например, у нас в год 3 или 4 раза мы проводим рейды по факту торговли людьми, рейдовые мероприятия. И также проводим рейдовые мероприятия по кодовым названиям «Притон», «Бабочка», чтобы выявить, нет ли жертв торговли людьми. Расскажите, пожалуйста, подробнее про эти факты, несколько случаев. В 2023 году был факт, где хотели нашу гражданку продать в Турцию, например. Нашим сотрудникам оперативно была получена информация, что наши гражданки хотят продать сексуальное рабство в Турцию, Турецкую республику. И мы разработали провели оперативные мероприятия, когда уже торговцы хотели продать девушку, купили билет, паспорта у нее взяли. И когда хотели уже перенаправить, мы их задержали. Был гражданин Турции и гражданка нашей республики. Как вы, например, узнали о том, что ее хотят продать? Как вы проверили это? Вдруг она там собиралась просто с человеком, с которым встречается, поехать в путешествие или… Нет, торговля людьми, это если у девушки забирает паспорт, это уже одна из причин, подумать, что она может стать жертвой. А поступила оперативная информация, и здесь мы слышали то, что некоторые люди забирают паспорт, покупают билеты, например, в Турецкую республику. И как девушка отправляет, они забирают у нее паспорт, и они говорят, что, то, что они заплатили за проезд, за визу, за все такое, за все услуги, и говорят, что она должна, например, $5000. И они заставляют ее работать, оказывать интимные услуги. Сейчас у нас, в этом году зарегистрировано 3 факта торговли детьми. Это тоже факты. Это у нас статья 167 Уголовного кодекса Кыргызской республики.
Ну, это факты такие, то, что сейчас девушки рожают, и они продают детей, своих же детей, к другим лицам, знакомым, например. Вот 3 факта мы выявили. Один факт в городе Бишкек, в Джалалабадской области есть факты. И вот рожает, ребенок не нужен, и хотят продать ребенка за определенную сумму. Что грозит женщинам, которые продавали своих детей? Статья 167 Уголовного кодекса торговля детьми. Им грозит санкция, срок. Потому что до 5 лет детей покупают не ради какого-то других мыслей, чтобы удочерить или усыновить. Потому что есть люди, которым нужны дети, у которых нет детей. Есть в Кыргызстане случаи, когда сексуальным рабством занимаются? Да, у нас Выявляются такие выявляется, да, сейчас у нас не сексуальная рация, у нас есть статьи, например, 4 статьи есть именно по секс-торговле, как бы называется, содействие проституции, распространение порнографических видеоматериалов. Вот мы их привлекаем, но эти статьи как бы смежные статьи торговли людьми. Мы по этим статьям привлекаем. В этом году, например, зарегистрировано 20 фактов по преступлениям, связанным с смежные преступления, получается. 20 фактов, из них уже 13, за 5 месяцев это, уже 13 направлено в суд, остальные в производстве, например. Вот такие у нас факты есть, да. Для того, чтобы выявлять, мы, вот, я до этого говорил, постоянно организовываем рейдовые мероприятия, чтобы выявлять такие факты. А это на постоянной основе все работают по этим фактам. Давайте вернемся к статистике. За последние 5 лет больше какого характера были преступления? Ну, то есть торговля людьми, кого продавали, куда и для каких целей? В 2024 году, я как до этого говорил, 18 фактов это не торговали, это, получается, вот граждане, других граждан. Сами же граждане сюда привозили, в Кыргызстан. Здесь просто это чтобы трудоустроить в Кыргызстане, они обещали деньги и привозили, здесь забирали паспорт, и они заставляли работать. В основном вот такие факты. Были факты сексуального рабства, были, да, также. А в основном вот такие факты, и в основном, вот если по статистике, в основном под эту статью попадает много девушек. Девушки попадают. И вот торговля людьми такая статья очень тяжело доказуемая, и потерпевшие сперва пишут заявление, потом по каким-то причинам отказываются от дачи показаний, и в основном эти дела прекращаются у нас, вот, так как заявитель отказывается поддержать, чтобы дальше идти в суд. Я не знаю почему, но по каким-то причинам они отказываются от дачи показаний. И поэтому у нас такая статистика. Иногда бывает больше, иногда меньше. Но мы стараемся проводить профилактические в основном мероприятия, чтобы вообще не совершались такие преступления. Мы раньше как бы были страной транзита по торговле. Раньше, а сейчас мы страна уже назначения, там тоже уже приезжают иностранные лица, например, пакистанцы, бангладешцы, они тоже иногда попадают под это рабство. Рабство Да. попадает. И часто бывают такие случаи? Ну, позапрошлом году было вот таких 18 фактов. В 2024 году было 18 фактов. Это один и тот же человек, просто 18 человек с Пакистана, с Бангладеша привезли, и их же граждане, их здесь как бы под рабство продали. Но выявили и направили в суд дело. Сейчас. Вот ваш отдел часто привозит людей, которые находятся в рабстве. Вы можете рассказать более подробно об одном таком случае, как человек туда попал, как ему удалось оттуда выбраться? Мы совместно с Министерством иностранных дел, совместно с МТСО, здесь работает целая структура, чтобы привести это, вы как знаете, экстрадит. Мы
прошлом году привезли 12 граждан с Мьянмы. Но они не жертвы, они говорили, что то, что они жертвы, но потом оказалось то, что они сами уехали туда, программисты все. Ну, они не отдать, я как до этого сказал, отдачи заявления они отказались. Отказались, ага. Поэтому у нас работорговля сейчас в Кыргызстане не зарегистрирована за последние 5 лет. А почему тогда они об этом заявили? Хотели бесплатно приехать в Кыргызстан? Нет, они не заявляли, они сами поехали туда, у них забрали паспорт и заставляли работать. И так как там были и другие граждане других стран, и они обратились в посольство Казахстана, по-моему, посольство Казахстана сообщило нам, и вот МИД, Министерство иностранных дел, Джор Кенгеш, все они помогли привезти их сюда. Мы стараемся, чтобы наши граждане не попали под работорговлю в других странах, потому что сейчас в основном вербуются через интернет-платформы, Telegram, Instagram, Facebook. И хотелось бы гражданам просто сказать, надо проверять вот турфирмы, которые они сейчас через турфирмы отправляют, туристические фирмы отправляют на работу. И вот Министерство социального труда и защиты, там есть фирмы, которые законным путем зарегистрированы и предоставляют работу в других странах. Надо все равно проверить то, что эта фирма имеет разрешение соответствующих органов. И надо, как бы сказать, проверять надо. А если самим по интернет-пространству договариваться и самим уезжать, я бы не советовал, потому что они могут попасть под рабство. А в какие страны чаще вербуют людей в рабство? Таиланд, Мьянма, вот такие страны в основном сейчас требуются программисты, колл-центры, вот такие страны я бы не советовал. Арабские Эмираты. Их заставляют там заниматься мошенничеством? Да. Угу. Вот эти страны. Ну, сейчас, если так посмотреть, везде есть так. Просто надо проверять турфирмы, которые они устраиваются. Вот кроме того факта, где удерживали на работе иностранцев, бывают такие факты, если, к примеру, гражданин Кыргызстана удерживает другого гражданина Кыргызстана, к примеру, пасти скот заставляет или еще что-то? У нас? Да. Может, есть такие, но я же как говорю, работорговля – это латентное преступление. Может, есть, но граждане нам не обращаются. Нам, если такие факты есть, если обращаются, мы все равно будем работать над этим. А таких фактов у нас нет, которые вот в кыргызов. Ну, есть, по-моему, такие факты. Но надо выявлять, мы по этим фактам работаем. Все-таки выявляются? Выявляются, да. Но, как я до этого говорил, потерпевший все равно отказывается от дальше проведения операции. И поэтому это нельзя включить в статистику вашу, да? Потому что этот материал, как сказать, отказывается все равно. Отказывается следствием. И, это на статистику нашу не влияет. Поэтому регистрируется, но отказывается. Если бы пострадавшие не отказывались от заявлений, то фактов было бы... Больше. Насколько? Не знаю. Больше было бы. У нас не очень много таких фактов, именно которые как-то вы говорите. В год 5 или 6 фактов было бы, по-моему. Было бы. Угу. И рекомендация зрителям от сотрудника отдела по борьбе с торговлей людьми. Тщательно проверять турфирмы, республики, в которую они едут, тщательно проверять документы у турфирм, на каком основании они отправляют на работу. И хотелось бы сказать, чтобы они сами самостоятельно не договаривались с людьми, которые предоставляют работу. Они могут и попасть под рабство и не отдавать свои паспорта. А если уже случилось? Обращаться, сейчас везде есть наши посольства, могут обратиться в посольство.
и посольство сообщат нашим, например, в другой стране посольство сообщит МИД Кыргызстана, а МИД Кыргызстана уже могут сообщить нам с правоохранительными органами, и мы незамедленно будем реагировать на это.